Valmiera Spens, Straupы, Дундага, Ранка Спенс и Лаздана Спенс Аймекс. Только эти молочно-перерабатывающие предприятия могут выпускать сыр под оригинальным названием Яню Сырс. Вся остальная продукция – просто сыр с тмином. Называться он может как угодно, но только не яновым сыром. И под таким наименованием допускаться к продаже не может. За этим уж проследят продовольственно-ветеринарная служба и прочие надзирающие организации. Таково решение Еврокомиссии, посчитавшей необходимым защитить традиционный латышский продукт. Этот знак дает такую гарантию, что там качество очень высокое. Но если там наши прабабушки, бабушки делали сыр, так, конечно, научились, и мы делаем этот сыр по очень старинным рецептам. Очень много надо было доказать, что этот рецепт, он из старины. Нам даже материалы были где-то из 1768 года. Испокон века янов сыр делали не на молоке, как другие сыры, а из творога с добавлением молока. Все определенной жирности. Еще нужны яйца. Они-то как раз и придают сыру желтый цвет. Как-никак яню сырс – неотъемлемый символ лига – солнце. И хотя с виду янов сыр выглядит скромнягой, в умелых руках может превратиться в изысканное блюдо. С ним можно делать что угодно. Подавать с овощами и зеленью, жарить во фритюре в панировке из муки или орехов, подавать с хлебом из семечек с конопляным маслом, составлять даже цветочные букеты. А вот студентка Арта приготовила еще закуску с обжаренной паприкой. Это как комплимент от повара. Очень красиво смотрится в середине рулетика сыр. А украсить блюдо можно соусом мятным, малиновым или земляничным. Это очень просто. Все задумано так, что у людей перед праздником не будет много времени. Они захотят все приготовить быстро. Когда латвийский сырный клуб задался целью получить европейский знак качества для яного сыра, обратился за рецептами к производителям. На призыв как раз и откликнулись те 5 известных сегодня производителей. Выбрали усредненный вариант рецепта, отправили в Еврокомиссию. Европа оказала производителям даже финансовую поддержку. Но когда голубой значок качества был получен, вокруг него вдруг возникли споры и разногласия. Ищут еще новые рецепты, что только не делают. Ну как можно яню сырс искать новый рецепт, если у нас уже есть вот этот старинный рецепт, по которому мы делаем и будем делать. А вот те, которые не хотят, ну пусть они другие лиго сыр сделают, сыр с кмином и так далее. Для предприятий, ориентированных на большие производственные объемы, заниматься довольно трудоемким и достаточно дорогостоящим по сырью яновым сыром нерентабельно, говорит Ванда Давиданова. Из всей сырной продукции в Латвии яню сырс составляет лишь 10%. Так что если хотите на янов день и соответствующие угощения, придется еще поискать. Но это, конечно, не так безнадежно, как охотиться за цветком папоротника на лига. Но яню сырс – продукт сезонный, как всякий свежий мягкий сыр с небольшим сроком хранения. Так что с поиском затягивать не стоит. Татьяна Коваленко, Спартак Лукашевич, Первый Балтийский канал.